Дорогие друзья, сегодня у нас новая тема – это отрицательные предложения в истинно настоящем времени или в так называемом времени прямо сейчас. То есть, если вы хотите сказать, что прямо сейчас вы что-то не делаете, или хотите сказать, что кто-то прямо сейчас ничего не делает, то вы используете еще два новых слова. Это уже производные двух предыдущих слов «жатер», «уотер». Это будут слова «жаткан» и «уотерган». То есть проговорите их, запомните «жаткан», «уотерган». И после этих слов мы ставим слово «жег». Вы знаете, слово «жег» означает «нет» в других контекстах, но здесь вы его так не переводите. То есть, как бы представьте, что слово «жег» здесь переводится как слово «не», то есть «не делаю», «не работаю». И потом вы уже присоединяете личное окончание, то есть свойственные слову «я», «ты», «мы», «вы» и «он», «она». И, то есть, это будет в случае слова «я», это будет «жогпен», в случае слова «ты» «жогсен», в случае слова «вы» «жогсес», в случае слова «мы» «жогпес», и в случае «он», «она», «они» это просто «жог», то есть с нулевым окончанием. Друзья, и сейчас мы возьмем типовой глагол, но на самом деле он неправильный глагол. Вы помните его, это глагол «оку». То есть, смотрите, что мы делаем. Мы прибавляем «п», то есть будет «ок», и потом пишем «жаткан», и потом «жокпен». То есть, я сейчас не читаю, будет писаться «мен окып жаткан жокпен» или «мен окып отырган жокпен». Теперь давайте скажем, ты сейчас не читаешь. Сен казыр окып жаткан жоксын. Сен казыр окып отырган жоксын. Теперь слово вы. Сіз казыр окып жаткан жоксыз. Сіз казыр окып отырган жоксыз. Теперь слово мы. Біз казыр окып жаткан жоқпыз, біз қазір оқып отырған жоқпыз. И теперь слово «он», «она», «они» будет слово «он». Ол қазір оқып жатқан жоқ. Ол қазір оқып отырған жоқ. Друзья, на этом мы заканчиваем свой урок. До свидания, до следующего урока.